В Гудаутском госпитале из-за роста числа заболевших коронавирусом наблюдается нехватка медперсонала. Врачи работают в усиленном режиме, устают и болеют. Особенно не хватает санитаров. Печально, но факт. За все время работы госпиталя чаще слышны критика, упреки и обвинения. Помощь медицинским работникам мало кто предлагал, а она реально нужна. Персонал выдыхается, отмечается в заявлении. Минздрав и Оперштаб республики призывают граждан поддержать врачей и стать волонтерами. К работе привлекаются как люди с медицинским образованием, так и без него. Наиболее востребованы на сегодняшний день из волонтеров в ковидном центре у нас это средний и младший медицинский персонал. Возрастной ценз от 20 до 50 лет. Значит, что касается дезинфекторов, желательно, чтобы это были мужского пола, потому что там есть какие-то определенные физические нагрузки. Если волонтеры, которые занимаются санитарской деятельностью, они могут быть без образования, то все остальные, касаемо рентген-лаборатории, медработники по забору биоматериала, они должны иметь хотя бы среднее медицинское образование. Что касается движения волонтерского, чтобы мы понимали, это бесплатное волонтерское движение. Но если люди хотят приехать, работать, но не могут себе позволить длительное время осуществлять этот вид деятельности бесплатно, мы можем рассматривать также и заключение с ними договора. Кроме того, госпиталю необходимы водители с личным транспортом и работники, осуществляющие уборку прилегающей территории. По приезду волонтеров в госпиталь с каждым будет проведен подробный инструктаж. Он будет говорить, какой вид деятельности они будут осуществлять непосредственно и в какой зоне. Их обучат, как одевать, как правильно снимать, и сколько времени они будут там пребывать. Это все будет у нас Ангелина Тенгизовна Отерба будет отслеживать эту ситуацию. Также и главврач, конечно. Питание и средства индивидуальной защиты будут предоставляться ковидным центром в городе Гудаута. Внести посильный вклад в борьбу с коронавирусом сегодня может каждый. Для этого не требуется специальных знаний и навыков. Среди волонтеров есть и те, кто безвозмездно работает на горячей телефонной линии. Вообще, когда была первая волна, вот тогда я согласилась, то есть принимать участие. Второй раз мой номер включили по умолчанию, то есть я просто решила помочь, потому что учебы не было, и мне бы не составило труда, то есть чем могла, хотела помочь. Мы принимаем звонки. Вот вчера буквально звонили 2 человека. Они в основном спрашивают, где можно сдать тест на ковид. То есть мы направляем, берем данные людей, то есть краткий анамнез собираем, какие симптомы, имя, фамилия, отчество, разумеется, там год рождения, и дальше уже направляем в санэпидемстанцию. Вообще коронавирус стал своего рода экзаменом на доброту и отзывчивость. Кто-то из нас реально готов взять на себя ответственность и действовать, а кто-то способен только говорить, что все происходящее – выдумка. Мы решили опросить горожан, преимущественно молодых людей, готовы ли они проявить инициативу и стать волонтерами. Объявления не слышала пока что, но я бы, конечно, согласилась на данную возможность. Даже рискуя своим здоровьем? Да, потому что я думаю, в Абхазии единственное, что больше всего нужно, это волонтеры и люди, которые готовы помочь без выгоды для себя. Если моя помощь реально нужна, то почему бы нет? Некоторые опрошенные выразили мнение, что с больными должны контактировать медики, но любую другую помощь в борьбе с инфекцией они готовы оказать. В первую очередь я задумалась о том, почему не врачи туда идут, допустим. У нас же есть врачи, почему они не должны туда идти? Они же как-то приняли на себя ответственность, поступили, закончили. Во-первых, я работаю, во-вторых, если бы я не работала бы, может, я и пошла бы волонтером. Какие-то другие, скорее, услуги сделал бы, с ними соответствующие люди должны работать, то есть врачи и так далее, которые опыт имеют. Я в этом не разбираюсь. Среди молодых людей были и те, кто уже имел опыт волонтерской деятельности и в любой момент готов снова помочь ближнему. В момент эпидемии в стране все сидели дома, мы занимались волонтерским движением по возможности, людям помогали, малоимущим и так далее. От души, от сердца, чисто ребята, друзья собрались по возможности, кому нужна была помощь. Все в Сухуми, в нашем районе помогали. Я вообще не приветствую, что означает слово волонтер. Если что-то у меня есть в душе, я сделаю от себя без всяких там терминов волонтерских. Чем я и занимаюсь. Только я этим занимаюсь у себя дома в Зернограде, Ростовской области. Расскажите, а чем вы конкретно занимаетесь?
Я в детском доме помогаю деткам, детскую площадку делал им. И хожу в храм, молюсь за всех нас, грешников. Первые добровольцы уже начали обращаться с предложениями помочь. За эти 2 дня поступают звонки как от медиков, так и от людей самых разных профессий. Сейчас очень важно помнить, объединившись против коронавируса, вместе мы сумеем преодолеть эту беду. Эсма Голандзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.